Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья. Ваши аплодисменты. Музыканты камерного оркестра Чувашской государственной филармонии, художественный руководитель и дирижер Сергей Григорьев. В исполнении оркестра прозвучали дивертисмент Моцарта и оркестровая пьеса Александра Васильева «Токмак». И в свою очередь мы, конечно же, признательность студентам Чувашского государственного института культуры и искусств, выражаемый камерному оркестру Чувашской госфилармонии за участие в нашей программе. В жизни библиотеки, как и в жизни человека, есть маленькие и большие события. И сегодня мы отмечаем замечательную и знаменательную дату – 150-й день рождения Национальной библиотеки Чувашской Республики. Это большое знаменательное событие, и, как известно, юбилей отмечают по-разному. Можно трубить во все фанфары, можно запускать фейерверки, ну а мы сегодня с вами в приятной атмосфере и обстановке, в дружеской, вспоминаем, как это было. 4 года тому назад в собрании из 7 человек, из чиновников этого городка, зашла речь о том, что не худо было бы завести публичную библиотеку. Так писала в 1874 году о событиях в Чебоксарах газета «Неделя», выходившая в городе Санкт-Петербург. Инициативная группа развернула кипучую деятельность, составляла прошение казанскому губернатору, собирала деньги и книги, и результат оправдал ожидания. Несмотря на рождественские праздники, в начале января 1871 года открылась Чебоксарская общественная библиотека. Город Чебоксары стал первым уездным городом на тот момент из 12 городов Казанской губернии, имеющим библиотеку. Смотрим, как это было. Ну кому нужна ваша библиотека? Николай Иванович, вот вы спасите меня. Вот проходу ведь не дает, проходу не дает. Так кого ты себя просил, был бы виноват. В организации библиотеки я вижу залог благоденства народа. Библиотека даст возможность местному населению за мизерную плату, бедным вообще бесплатно пользоваться книгами, журналами, газетами. А содержать кто будет? Оплатить вот за все это кто будет? На первое время никому платить не надо. Мы уже практически все решили. Каждый вкладывает посильную помощь. Я, например, с удовольствием могу выдавать и принимать книги. А я буду помогать. Ох, как гладко стелите. А вот я стесняюсь спросить, кто это мы? Ну, для начала я, учитель Константин Яковлевич Михайлов, протоиерей Скоробейский, майор Михайловский, участковый надзиратель Дамперов. Могу еще продолжить. Нас где-то около 17 человек. О, ну как. А я-то думаю, с чего это купец второй гильдии Николай Иванович Иевлев стал дружбу водить со всякими там учителями, да с чиновниками. Ай-яй-яй, Николай Иванович.
Ай-яй-яй-яй-яй. Да не о выгоде мы думаем, Андрей Петрович. А при общении жителей Чебоксар к общечеловеческой культуре. На Руси, по всей вероятности, наберется до 300 городов, поставленных в лучшие общественные условия, чем Чебоксары, и все-таки не имеющих у себя библиотеки. Библиотечное дело в уездных городах почти не существует. Вот вы сами подумайте. Ни в одном уездном городе Казанской губернии библиотеки нет, а в Чебоксарах будет. Это же для города такая перспектива. Екатерина Прокофьевна, вы меня калачами не заманиваете. Не о духовной пище я думаю, а о хлебе насущном. Мне город вон благоустраивать надо. А то вон тут один остряк сочинил. Чебоксары — город в яме. Площадь выстлана камнями. Как по площади пройдешь, так в калоши он зачерпнешь. Как вам? Андрей Петрович, вы поймите, все наши помыслы во благо города. Мы уже делаем список книг общего пользования, которые у нас есть. Ну, от меня вы что хотите, а? Во-первых, разрешение для открытия библиотеки. А во-вторых, материальной поддержки книжного фонда. Тогда мы можем выдавать книги всем ученикам земских школ и учителям бесплатно. Ну, наконец-то. А я-то думаю, к чему эти все разговоры о высокой материи? Да. Вот что, да. Ни денег, и тем более ни разрешения я вам не дам. Ни во-первых и ни во-вторых. До сим прощаюсь. Екатерина Прокофьевна, еще раз благодарю за ужин. Гусь был отменен. Не надо меня провожать! А тогда мы напишем прошение губернатору Казанской губернии, действительному статскому советнику Николаю Яковлевичу Скорягину. Да хоть Господу Богу! Делать ему больше нечего, как ваши тут библиотеки открывать. Честь имею. В декабре месяце поступило прошение от демократической интеллигенции уездного центра Чебоксары с просьбой разрешить им открыть городскую публичную библиотеку. Не возражаю. Губернатор Казанской губернии, действительный статский советник Николай Яковлевич Скорягин. 12 января 1871 года от Рождества Христова. Люди, не признанные законом к непосредственному участию в делах городского общества, не имеющие никакой недвижимой собственности, основали и открыли публичную библиотеку. Поддерживали своими средствами и завещали в пользу города. При этом немалую долю участия приняло дамское общество, которое поддерживало своих мужей. На совещаниях всегда присутствовали жены, поддерживая и вдохновляя своих мужей, сомневающихся в успехе. Когда же библиотека открылась, то самыми усердными читальщиками оказались женщины. Мужья подписываются, берут книги, но читают их большей частью их жены, сестры, имеющие сравнительно больше свободного времени. Какая будущность нашей библиотеки? Не закончит ли она свое существование подобно множеству других учреждений, которые возникали благодаря новому приливу к новшествам и заканчивали самым печальным образом?
свет живая 150-летняя история становления и развития Национальной библиотеки Чувашской Республики. Ваши аплодисменты артистам Чувашского государственного театра юного зрителя за прекрасную реконструкцию событий 150-летней давности. Библиотека, несомненно, это книги и читатели. Огромную помощь в таинственном разговоре между читателем и книгой оказывают библиотекари. Мы благодарны людям, стоявшим у истоков Чебоксарской общественной библиотеки. Все поздравления, все пожелания звучат в том числе в их честь. Для приветствия слово предоставляется министру культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Светлане Анатольевне Каликовой. Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны и сотрудники Национальной библиотеки Чувашской Республики. Вот посмотришь в зал, и, казалось бы, не так много людей собралось сегодня, но это люди, которые определяют культуру, политику, искусство и литературу во всем нашем регионе. 150 лет назад была сформирована и открыта эта библиотека благодаря неравнодушным людям, благодаря их инициативе. И с самого начала своего существования библиотека стала таким центром просвещения. И вот эта 150-летняя история показывает, что библиотека, его сотрудники, они достойно принесли эту идею. И сегодня Национальная библиотека мы по праву можем назвать одной из лучших на территории Российской Федерации. Здесь работают лучшие сотрудники, почти 130 сотрудников, 130 людей, которые обеспечивают сохранность документов, сохранность книг, делают все возможное для того, чтобы люди читали книги, чтобы приходили сюда. И один из ответов, наверное, который сейчас задали великолепно в этой постановке, а что будет дальше с библиотекой? Конечно же, она будет жить и существовать. 2020 год, когда мы столкнулись с такими сложными реалиями жизни, показал, что библиотека способна осваивать новые форматы работы, выходить за пределы привычных форм. И онлайн-мероприятия показали, насколько востребована ваша работа, насколько востребованы ваши услуги. И сейчас новый руководитель пришел с новыми идеями. Роза Михайловна очень серьезно задумалась о том, чтобы перезагрузить библиотеку и сделать ее еще более доступной, еще более интересной для наших читателей. Я от всей души поздравляю нас всех с этой юбилейной датой. Я уверена, что библиотека будет жить, существовать и идти дальше, осваивать новые формы работы и привлекать в число своих соратников новых и новых людей. Успехов вам, удачи и спасибо большое за ваш труд. Спасибо, Светлана Анатольевна, за добрые слова. Ваша поддержка дает силы двигаться дальше, работать и творить. Вы знаете, мне подсказывали вот за кулисами, если можно так назвать, сотрудники, что уже сегодня началось, в принципе, освоение новой формы работы, и данное мероприятие у нас идет в онлайн-трансляции. Богатая интересная история библиотеки началась 150 лет как движение за создание Центра просвещения и культуры. И она действительно стала таким центром культурной жизни уездного города, где не было ни театра, ни музея, и остается центром притяжения для разной аудитории. Гость нашего праздника, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Николай Владимирович Малов. Вам слово, Николай Владимирович. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые сотрудники, ветераны нашей Чувашской национальной библиотеки. И, конечно же, добрый день, дорогие уважаемые гости. Сегодня, находясь в Чебоксарах, я не мог пройти мимо знаменательного и значимого для нашей республики, для нашей столицы дня. Как уже было сказано, сегодня, а если быть более точным, 24 января, правильно говорю, мы отметили и отмечаем 150 лет нашей библиотеки. Много ли это или мало, сложно сказать, но все эти знаменательные даты
и столетие чувашской автономии, и многое-многое другое, и 75 лет Великой Победы над фашизмом, конечно, неразрывно были связаны с энергетикой нашей библиотеки. И сегодня мое посещение, нахождение здесь, оно оправдано, и мое желание на самом деле принесло то наслаждение, я окунулся в мир искусства, наши артисты вернули нас еще раз в нашу славную историю. И, конечно, мы сегодня очень много говорим в связи с той ситуацией, с которой столкнулись в 2020 году. Мы говорим, что 2021 год – это год нашей республики, нашего региона. И, конечно, с учетом новых технологий у нас появляются новые возможности. И у меня нет сомнений в том, что наша библиотека была, есть и будет центром формирования личности. Петр Степанович, правильно? И, конечно, центром научно-исследовательской работы. И сегодня я хотел бы пожелать всем сотрудникам, в первую очередь, здоровья. Здоровья вам и вашим близким, творческих успехов. И считаю, что наша библиотека – это основной и главный капитал. И поэтому вместе с вами все те цели и задачи, которые ставит президент Российской Федерации, глава Чувашской Республики, они достижимы. Это здорово, что у нас есть книга, есть библиотека. И, конечно, еще раз вам большое спасибо за вашу работу, уважаемые сотрудники Чувашской национальной библиотеки. Низкий поклон. С праздником, дорогие друзья! Николай Владимирович, благодарим вас за поздравления. Я прошу извинения на гладких, да. Петр Степанович приглашает туда сегодня. 150 лет – это тот возраст, когда можно подвести определенные итоги, показать накопленное, поделиться планами и услышать теплые слова поздравления и признательности за плодотворный труд. Я думаю, что сегодня теплых слов будет немало, дата потому что действительно приличная. И к микрофону приглашаем председателя Комитета по социальной политике и национальным вопросам Вячеслава Викторовича Рафинова. Уважаемая Роза Михайловна, уважаемые сотрудники библиотеки, Национальной библиотеки, ветераны библиотечного дела, от имени депутатов Государственного совета нашей республики я вас всех поздравляю с прекрасной датой, с юбилеем. Библиотека, наша национальная библиотека, с момента основания являлась и является центром просвещения, образования, науки, культуры. Вы проходите все этапы жизни нашего общества. Сегодня уже библиотека – это не только книга, не только книги, не только печатные издания, но и происходит цифровизация, интернет входит широко в нашу библиотечную систему. Кроме того, как вы сами непосредственно обслуживаете читателей, вы являетесь методическим центром для всех библиотек республики. В этом тоже ваша большая заслуга. Живя в районе, работая в районе, я всегда пользовался межбиблиотечным абонементом. Это было вообще прекрасно в 80-е годы. А самые приятные воспоминания об этой библиотеке имени Горького, у меня со студенческих лет. Это 70-е годы, большой читальный зал, где мы пользовались. Но я, видимо, сельский мальчик такой, привыкший к тишине был. Я почему-то избегал большого читального зала. Я шел в ученый зал. Никто не возражал, ветераны ученые. Я тихо там брал их книги и садился в ученом зале. Мне там было уютнее. Самые приятные. Потом второе образование получая, я познакомился с Розой Михайловной. Диплом надо было писать, журнальные статьи я выбрал, а надо было их в 90-е годы еще распечатать надо было. И не было проблем тоже вот. Как-то все сотрудники библиотеки очень отзывчиво, быстро обслуживали. Это относится и к ветеранам, и, я уверен, и к сегодняшним сотрудникам. Спасибо вам за ваш труд, за вашу работу, за вашу преданность. Вот
может быть, недостаточно еще в обществе оцененной работе. Еще раз с праздником, с юбилеем. Здоровья вам всем, здоровья вашим близким, всего самого доброго. А тут теплые слова от депутатов Государственного совета. Роза Михайловна, это вам? Так. Традиционно картину депутаты, Петр Степанович в том числе, вечерами рисовали. Вячеслав Викторович, от всей души благодарим вас за поздравления. На сегодняшний день в библиотеке бережно хранятся материалы, связанные с историей города, республики, страны. Сегодня на выставке вы увидите уникальные книжные свидетельства прошлых лет. Из них видно, как много сделано на благо города, республики и людей. А прямо сейчас хочется предоставить слово директору Чувашского государственного института гуманитарных наук Петру Степановичу Краснову. Регун бурдеде хизепти елдарсем, кундабыштара нырызенды мырзем, сираганзем, булаганзем, кенегене пелегензем, юрадаганзем, тогда информация пидибиде хизеплегензем. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я думаю, что год юбилейный, он будет продолжаться в течение всего этого года, поэтому все подарки, все награждения, я думаю, что будет еще масса мероприятий, тем более, как мне было сказано, основное мероприятие еще впереди. Что хочется сказать. Знаете, вспоминаются тяжелые 90-е годы. В бытность я работал заместителем министра культуры. Моим министром был Иванов Виталий Петрович. И где-то в 1993 году зародилась такая мысль переименовать республиканскую библиотеку в национальную. Кто-то, очевидно, закладывал национальную под этим термином принадлежность к какому-то этносу, тому или иному народу. Но главная мысль была все-таки сделать ее национальной в том смысле государственной, основной, первостепенной, наиболее важной, той, которой бы тянулся весь люд народов Чувашии. Она и случилась, невзирая на тяжелый год, как уже сегодня было сказано, используя самые разные форматы, конкурируя с самыми разными интернет, в том числе ресурсами, библиотека сегодня на высоте, используя самые разные, конечно, форматы работы, как уже было сказано. В свою очередь я хочу поблагодарить коллектив института. Я рад, что Роза Михайловна сегодня здесь, я вас поздравляю, и ваш коллектив. Мы работали достаточное количество лет с Светланой Михайловной Стариковой. Дело в том, что когда наш институт был в состоянии таких капитального ремонта работ, нам негде было собираться, и все мероприятия, как то юбилей, так называемый юбилей 550-летия города Чебоксары, вы понимаете, почему я так говорю, да, так называемый юбилей, мы всероссийские конференции проводили здесь. Всероссийская конференция, посвященная столетию чувашской автономии, в прошлом году, опять-таки, мы проводили здесь. И многие-многие другие наши мероприятия проходили совместно. Я уверен более чем, что формат такой работы наш совместно он будет продолжаться. Мы не будем снижать набранных темпов. И, конечно же, будем искать разные формы работы. Круглые столы, конференции, семинары и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому позвольте мне от имени коллектива Ордена Знак Почета Института гуманитарных наук поздравить вас, ваш коллектив, таким замечательным юбилеем, пожелать вам крепкого здоровья, много-много народу и улыбок в стенах этого храма нашей культуры. С праздником вас, во-первых. И еще, я думаю, что здесь достаточно большое количество историков, знающих истории отечественной культуры, отечественную историю, имея в виду государства российского. Я думаю, что многие согласятся, что в этом веке будем мы отмечать тысячелетний юбилей российской библиотеки. Я надеюсь, что это в скором времени произойдет. Поэтому, дорогие друзья, еще раз вас с праздником и до встречи на очередном уже всероссийском юбилее тысячелетия Российской библиотеки. Спасибо. Спасибо, Петр Степанович, что вместе с нами сегодня на этом празднике. Прошло 150 лет. Сложных, порой очень трудных, но насыщенных и интересных.
За эти годы произошло много перемен. Но библиотека неизменно делала главное – приобщала людей к знаниям, и главным приоритетом библиотеки были и остаются читатели. Именно они задают высокие стандарты, ставят новые задачи и стимулируют к развитию. Приглашаем на сцену директора Национальной библиотеки Чувашской Республики Розу Михайловну Лизакову. Ургун бурнети хисепле, юратны юлдашсем, иштешсем, паян шагында пуштарын ханасем, пиринбе, пирин уява, шагынбек пирлер терме, комалдуны шансере пиди пысыкта. Уважаемые друзья, действительно мы отмечаем 150-летний юбилей. Это огромная дата для нашей Чувашской Республики. Среди учреждений города Чебоксары и Чувашской Республики она одна из самых старейших, старше нас, к сожалению, только тюрьма города Чебоксары, которая располагается на... Да, это, вот вы понимаете, да, как она получается? Только тюрьма, да. Но это прекрасный юбилей. Мне кажется, что наш коллектив, все поколения библиотекарей, которые трудились в нашей Национальной библиотеке Чувашской Республики на протяжении этих 1,5 столетий, они создали имя нашей библиотеки. Сегодня библиотека – это не просто библиотека, это дом. Я вижу, что к нам приходит вот именно как домой. Здесь и краеведы, и писатели, и студенты, и ученые, и родители, их дети. Это именно дом. Это самое дорогое для нас. Потому что нас даже иногда не спрашивают, просто приходят, садятся, и съемки могут провести, интервью провести, и мероприятия. Это для нас очень дорого. Я исключительно благодарна всем, кто сегодня здесь присутствует. Именно в этот день хотелось отметить именно в вашем кругу наших самых близких друзей, тех, кто рядом с ней всегда помогает ей в реализации программ по продвижению чтения, популяризации научных знаний, вообще создания духовных, нравственных основ в нашем обществе. Мы разделяем вместе одни и те же цели. Именно поэтому мы вместе здесь все эти годы и, надеюсь, в ближайшие десятилетия тоже. Я считаю своим долгом сегодня, конечно, анонсировать события, которые мы запланировали в 2021 году. Год только начинается. Это сегодня первое событие открытия выставки, посвященной 150-летию Национальной библиотеки Чувашской Республики. Мы сейчас перейдем в наш выставочный зал. И главное мероприятие состоится 21-22 июня. Это будет форум, который называется «Библиотека в пространстве межкультурных коммуникаций». Мы проведем этот форум при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Мы пригласим коллег из федеральных библиотек, из библиотек регионов Российской Федерации. Здесь же состоится, собственно, торжественное мероприятие и концерт, где мы всех пригласим, наших друзей, партнеров, представителей органов власти, творческих союзов и так далее. Надеемся, что действующие ограничения к тому времени уже прекратятся, и мы сможем собрать наибольшее количество наших читателей, коллег. Специальным гостем этих мероприятий станет Алексей Айги с его музыкальным коллективом. Приедут к нам также в течение года российские писатели для проведения встреч с читателями. В апреле для проведения форума о формах и методах сохранения чувашского языка средствами библиотек мы приглашаем библиотекарей, обслуживающих чувашское население в регионах Российской Федерации. Мы издадим 2 монографии. Монографии уже написаны. Первая из них – это работа «Храм мой, библиотека» Тихона Сергеевича Сергеева, доктора исторических наук, а также работа Ирины Викторовны Балковой, посвященная истории библиотечного дела второй половины XX и начала XXI века. Мы готовим также серию миниатюрных книг. Первая книга – это «Духовное завещание чувашскому народу» Ивана Яковлевича Яковлева, вот в таком миниатюрном
Надеюсь, нам всем понравится. Сейчас мы ее готовим. Пройдут встречи наших молодых читателей с читателями с большим опытом, преданными друзьями библиотеки, о месте, роли книги в жизни трудовой деятельности. 29 и 30 января мы проведем форсайт-сессию. Нам надо думать о будущем, совершенно права Светлана Анатольевна, мы думаем и о будущем. Сейчас мы разработали программу внедрения радиосистему, рефит-меток, короче говоря, технологии, которые позволяют вынести, возможно, большее количество книг из наших фондохранилищ, организовать максимально открытый доступ к нашим фондам. Смысл этого проекта заключается в том, чтобы сделать работу наших читателей в библиотеке очень удобной и комфортной. Нам очень нужны коворкинг-зоны. Нам надо обязательно разделить читальные залы на тихую часть читального зала и на шумные читальные залы. Таково требование времени. И как раз радиометки позволяют организовать новые пространства обслуживания, библиотечного обслуживания. Приедет к нам на форсайт-сессию 29-30 декабря профессор, доцент Челябинского государственного института культуры и искусств. Первый день будут работать библиотекари, второй день наши партнеры, сторонние наши партнеры, которые скажут нам, какой бы они хотели видеть нашу библиотеку. И все наши наработки лягут в основу концепции, стратегии развития нашей национальной библиотеки с 2022 года. Мы проведем серию выставок, их будет 4. Первую выставку «150 лет на службе науки и просвещения» мы сейчас откроем, перейдем в соседний зал. 24 апреля, в День чувашского языка, день рождения Ивана Яковлевича Яковлева, мы откроем выставку, посвященную новой чувашской письменности. Хочу напомнить, что 1871 год – это год создания чувашского алфавита. Иван Яковлевич Яковлев вместе со своими соратниками создал чувашский алфавит на основе кириллицы как раз в 1871 году. Поэтому вторая выставка будет посвящена новой чувашской письменности. Мы с Петром Степановичем, Институтом гуманитарных наук, говорили о том, что мы проведем на фоне, наверное, этой выставки, в рамках этой выставки и круглый стол, а может быть, конференцию, посвященную этой теме. 3D-выставку хотим мы впервые в этом году попробовать, потому что мы очень хорошо работаем с Союзом художников Чувашии. Это наши давние, очень преданные партнеры. Мы хотим пригласить сначала художников на пленэр. Они будут писать здания библиотеки, а потом на основе их работ создадим 3D-модель нашей библиотеки. И вместе с этими работами художников будем в галерее «Серебряный век» показывать эту выставку. Как я уже сказала, библиотека, конечно, будет смотреть действительно в будущее. Залогом тому является наш коллектив. Те традиции, которые заложили наши уважаемые, дорогие коллеги предыдущие столетия и десятилетия, здесь очень внимательно относились всегда к читателям, с любовью, с особым уважением. И я думаю, что наше поколение библиотекарей, конечно, сохранит эти традиции особого отношения к нашему читателю. Мы дорожим нашими друзьями, мы высоко ценим всех наших партнеров, всех тех, кто к ней неравнодушен. Именно в вашем кругу нам хотелось отметить день рождения Национальной библиотеки сегодня. В традиции библиотеки в день рождения вручать знак нашей глубокой признательности таким людям. Разрешите мне приступить к вручению звания «Почетный читатель Национальной библиотеки Чувашской Республики». Звание «Почетный читатель Национальной библиотеки Чувашской Республики» присваивается за оказание помощи в улучшении комплектования фондов, общественную деятельность, связанную с представлением интересов библиотеки, широкое освещение деятельности библиотеки в средствах массовой информации и активное участие в работе библиотеки. На сцену приглашается Карпов Алексей Петрович, кандидат социологических наук, доцент Чувашского государственного университета.
Роза Михайловна попросила меня озвучить историю нашего сотрудничества. Начинали мы активно, конечно, и до этого. Это сотрудничество всегда было. С 2010 года мы совместно с библиотекой начали проводить научно-просветительские программы с привлечением, как я всегда говорю, топовых российских экспертов, которые имеют возможность прокатывать с помощью библиотеки ее организационных, технологических, технических и кадровых возможностей свои авторские программы, поисковые, творческие программы. И сейчас мы тоже этим занимаемся. И привлекаем очень важных, значимых и нуждающихся в популяризации своих знаний. Причем эти знания концентрированы на такой идее патриотизма, но просвещенного патриотизма. Основанного на глубоких знаниях России, понимании России, ее истории, ее будущего. И библиотека, я тут поддерживаю Петра Степановича, он сказал об этом, я всегда был в этом убежден. За эти долгие годы, 10 лет у нас тоже своеобразный юбилей, и как раз Роза Михайловна тогда была тоже директором библиотеки. Это храм, это действительно храм. Потому что когда мы приходим в любой храм, скажем, конфессиональный, религиозный или еще какой-то, мы ощущаем какой-то подъем, какое-то смирение, я бы сказал даже, и какое-то уважение к той среде, в которую мы заходим. Те же самые чувства мы испытываем, когда заходим сюда, в эту библиотеку. И, конечно, это наш дом. Это родной дом, где мы можем действительно, благодаря уникальным качествам работников библиотеки, этой ориентации на помощь, на сотрудничество, на уважение к тем, кто к ним обращается. Это просто, это делает нас лучше. Так что я поздравляю, Роза Михайловна, всех всяческих успехов, и будем дальше сотрудничать. Спасибо вам большое. На сцену приглашается Булыгина Ирина Евгеньевна, кандидат медицинских наук, доцент Чувашского государственного университета. Я хочу несколько слов сказать. Предыдущий человек, который здесь был, он сказал, что это дом. Для меня библиотека – это уютный храм, где можно попасть в сказку. Для меня именно библиотека много-много лет тому назад открыла прекрасный мир книги. Я вспоминаю библиотекаря, очень интересную женщину, к сожалению, имя не помню, и ее красивые слова. Когда она открывала книгу и читала стихи. Это точка, с которой началась любовь к книге. И я хочу пожелать всем сотрудникам, чтобы то тепло, то добро, которое вы отдаете людям, возвращалось к вам и давало вам толчок к новому совершенству, развитию и берегло ваше здоровье. И также хочу отметить, что именно библиотека, наша национальная, является базовой площадкой для проведения всех мероприятий, очень больших мероприятий, инициатором очень многих мероприятий, которые формируют гражданскую позицию у нашей молодежи. Огромный вам поклон всем и дальнейшего творческого развития. Спасибо. Добра, мира, здоровья. Приглашается Магарин Александр Николаевич, заместитель директора национальной телерадиокомпании «Чувашии». Приглашаем Долгову Алевтину Петровну, ведущий научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук.
Приглашаем Улангина Олега Аркадьевича, друг и партнер библиотеки. Благодарность Национальной библиотеке вручается за творческое сотрудничество и активное участие в создании логотипа 150-летия Чебоксарскому художественному училищу. Приглашаем на сцену директора Владимира Николаевича Ануфриева. Сейчас мы пойдем в наш выставочный зал, и мы хотим представить вам нашу выставку, которую мы с такой любовью и с таким вниманием организовали к этому дню. Национальная библиотека Чувашской Республики в связи с созданием этой выставки искренне благодарит Министерство культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики, Федеральное агентство по делам национальностей, художника и дизайнера Олега Аркадьевича Улангина за разработку бренда, логотипа 150-летия библиотеки, дизайна и общей идеи выставки. Рекламное агентство «Фарм Арт» и лично директора Петрова Николаева Евгеньевича, индивидуального предпринимателя Юрия Романова, Чебоксарское художественное училище, его студентов и лично директора Владимира Николаевича Ануфриева, директора Чувашского национального музея Ирину Петровну Меньшикову и главного хранителя музея, Чувашский государственный исторический архив и его директора Ертмакову Галину Васильевну, Чувашский государственный институт культуры и искусств и ректора Баскакову Наталью Ивановну, Чувашский государственный художественный музей и директора Козлова Геннадия Васильевича. Благодарим также сотрудников библиотеки Николаеву Татьяну Александровну, Соловьеву Галину Павловну, Добронраву Марину Васильевну, Русанова Геннадия Станиславовича, Сергееву Луизу Петровну, Устимову Людмилу Васильевну, Егорову Надежду Тимофеевну и других моих уважаемых коллег за работу, проведенную по организации этой выставки. Итак, мы приглашаем вас на открытие выставки «150 лет на службе науки и просвещения». Это здесь. Спасибо. Предлагаем вам пролистать страницы истории Национальной библиотеки, узнать, с чего она начиналась, чьими стараниями сохранялась, развивалась и совершенствовалась. И насладиться выставкой.